Эпидситуация с ковидом в регионе, как и по всему миру, напряженная. Ежедневно в Малгобекскую больницу поступает от 10 обращений заразившихся короной. Со средней тяжелой формой вируса ежедневно фиксируется от 1 до 2 человек. Попадают сюда и целыми семьями. Температура 38-39. Уже 7-й день сатурация нормализовалась. И температура. В инфекционном отделении лечится от коварного заболевания 62 человека, 9 в реанимации, 6 на неинвазивной вентиляции легких. Наблюдается и увеличение молодых пациентов без сопутствующих хронических заболеваний. Врачи предупреждают земляков, вирус коварен, но редко кто слушает предостережения медиков. В основном это пациенты, которые обращаются после общественных мероприятий, это свадьбы, похороны. И поступают в основном семьями, это родители и дети тоже в основном. Если запрет на посещение людных мест большинство игнорирует, что уж говорить про ношение масок. Даже на территории больницы, соблюдающих масочный режим, только пару человек. Кто-то спешит надеть ее только при виде камеры. Между тем, коечный фонд на 60 мест в инфекционном отделении увеличился в 2 раза. Расширили, коечный учет до 120 коек. И наше руководство усердно работает над тем, чтобы мы переехали в новый корпус, который расшит на 200 коек. Стандартные схемы лечения больных с новой коронавирусной инфекцией разработаны. Они ежедневно обновляются, и мы лечим больных по схеме. И учитывая по тяжести заболевания, все необходимые препараты на данном этапе у нас имеются. Ковид у каждого протекает индивидуально. РНК-вирусы, поражающие иммунную систему, вызывают различные формы болезни. Все зависит от генетической предрасположенности у пациента. Повышенная температура, слабость в теле, потеря обоняния – это лишь некоторые симптомы COVID-19. Бороться с мутирующим вирусом медикам все тяжелее. Если раньше, после первого контакта, мы ждали 10-12 дней, а то и более, то теперь 2-3 дня назад был контакт с больными или общественные мероприятия, то уже через пару дней они обращаются в стационар. Спутать некоторые симптомы можно с гриппом и ОРВИ, поэтому больные и не спешат звонить участковому врачу. Как, впрочем, и держать дистанцию, носить маски, не посещать людные места. Такая халатность вирусу только на пользу. Обращения о соблюдении простых мер профилактики звучат от медиков неспроста. Они сталкиваются с последствиями заболевания каждый день. Еще один способ защитить себя – вакцинация. Если есть риск заболеть, то пациент перенесет вирус в легкой форме, уверены врачи. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.